Накануне одного из самых любимых праздников весны ГДК «Горизонт» распахнул свои двери для ценителей музыки. В рамках северного гастрольного тура в нашем городе выступили самые знаменитые солисты Государственного театра оперы и балета Республики Коми с программой «Весна идет». Замечательный северный гастрольный тур, который обхватывает города и отдаленные районы Республики Коми. Это как большие концертные залы, так и маленькие клубы в поселках и деревушках Республики Коми. Нам очень нравится, мы с большим удовольствием выезжаем. Пандемия тоже коснулась артистов театра, но уже с августа прошлого года они начали давать выступления. В праздничной программе для сосногорцев Елена Серкова совмещала сразу 3 роли – организатор, ведущая и, конечно, солистка. Вы знаете, артисты, они должны чувствовать себя в работе, они всегда должны заниматься вокалом, заниматься сцен-движением, сценической речью. Они должны быть востребованы зрителями, они должны получать в свой адрес аплодисменты и восторженные какие-то слова благодарности за свою работу. Это очень вдохновляет, это очень оживляет труд артиста, это очень стимулирует на дальнейшее существование, на дальнейшее творчество и вдохновляет, самое главное. Праздничный концерт начался с обращения главы Сосногорского района. Он отметил, что концерт состоялся благодаря Сосногорскому ГПЗ и поздравил всех зрительниц с наступающим праздником. Сегодня мы с особым трепетом и нежностью обращаемся к нашим мамам и бабушкам, женам, дочерям, сестрам и коллегам по работе с самыми теплыми пожеланиями. Спасибо за все, что вы делаете для нас. Спасибо за вашу заботу, внимание и поддержку. И в этот праздничный день пусть сбудутся все ваши самые заветные желания. Пусть ваш дом всегда будет наполнен любовью близких и теплом друзей. Программа концерта была составлена так, что зрители увидели и услышали не только уже знакомых именитых солистов, таких как заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Коми Альфия Каратаева, но и молодых, талантливых, перспективных артистов, таких как, например, Ксения Шабалина. Отрывки из классических популярных произведений сменялись известными песнями, и возникало ощущение, что на несколько минут зрители перенеслись в концертный зал театра оперы и балета. В зале «Горизонта» звучали композиции на разных языках, но их объединяло одно – все они в этот день были посвящены прекрасным жительницам Сосногорска. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Юным сосногорцам рассказали о том, как быть здоровыми и свободными. Интерактивная игра, посвященная вредным и полезным привычкам, состоялась на минувшей неделе в стенах городского дома детского творчества. Игра направлена в первую очередь на то, чтобы узнать, какие у детей имеются в первую очередь знания уже, о здоровом образе жизни, вообще об истории, так скажем, спорта и, так скажем, спортивных составляющих в общем. То есть сегодня мы полностью проверяем, так скажем, их знания, умения и навыки касательно их здорового образа жизни. Участниками игры стали сосногорские старшеклассники. Свои знания они показывали в течение 8 туров, каждый из которых был посвящен одному из направлений здорового образа жизни. От занятий спортом до правильного питания. Вредные привычки, они очень сильно влияют на здоровье, из-за чего вы можете спокойно умереть, если переборщить с так называемой дозой. А хорошие привычки, они делают из вас собранного и адекватного человека, у которого все прекрасно с психикой. Не забыли организаторы и о теоретической подготовке подрастающего поколения. О вредных, опасных и полезных привычках ребятам рассказала представитель Сосногорской центральной районной больницы. Тема у нас простая – ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Тема такая распространенная, в нее очень много входит в эту тему. Но самая главная цель мне сейчас показать, что такое ЗОЖ, из чего оно выходит, что это здоровье, что это формируется, что это привычки, из привычек формируется их характер и дальнейшая их жизнь.
это фундамент. Здоровый образ жизни – это фундамент всего. Здоровья и той жизни, в которой они будут продолжать потом жить. Также ребята расширили свой кругозор. Полезную информацию они получили, пообщавшись со специалистом ЦРБ, а также из буклетов, посвященных здоровому образу жизни. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Прямая линия по вопросам выполнения норм ГТО прошла в общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорску на минувшей неделе. На вопросы жителей муниципалитета отвечали руководитель отдела физической культуры и спорта администрации Сосногорского района Елена Пашиченкова и инструктор-методист отдела спортивных мероприятий Татьяна Белорукова. Звонков поступило немного, ведь вся информация находится в свободном доступе. Тем не менее, они были. Григорий, ваш вопрос, пожалуйста, задавайте. Вопрос такого плана. Я прошел первый этап вакцинации 1 числа, 1 марта. Могу ли я сейчас сдать ГТО? Елена Пашиченкова ответила, что вакцинация не препятствие для выполнения нормативов ГТО. Кроме того, она напомнила о том, что желающие выполнить нормативы должны предоставить справку-допуск от врача. К слову, выполнив нормативы ГТО, сегодняшние выпускники школ получают преимущество при поступлении в вузы. Значок ГТО дает преимущество при поступлении, это дополнительные баллы. Дополнительные баллы даются на усмотрение только вузов, сами у них сама бальная система, то есть где-то в вузах может быть 3 балла к поступлению, у некоторых может быть и 10, в зависимости все в договоре как будет прописано. Еще один вопрос задала пенсионерка Маргарита Ивановна. Женщине исполнился 71 год, и она поинтересовалась, до какого возраста можно выполнять нормативы ГТО. Елена Пашиченкова ответила, что ограничение по возрасту начинается с 6 лет. Верхний порог не указан. Выполнить испытание комплекса просто. Достаточно обратиться в муниципальный центр тестирования ГТО в универсальном спортивном комплексе «Метеор» на 2-м этаже или позвонить по телефону 6 73 31. Кроме того, можно обратиться и в социальной сети ВКонтакте в группу ВФСК ГТО Сосногорск. Специалисты расскажут, какие документы нужны при прохождении испытаний и назначат время и место их выполнения. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На минувшей неделе в Сосногорске лучшие боксеры республики боролись за призовые места сразу 2 крупных турниров – Кубок Тимана и первенство Коми среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения. Престижные соревнования универсальный спортивный комплекс «Метеор» принимает уже 2-й год подряд. Очень классно вообще, зал хороший, и для зрителей комфортабельный, что смотреть удобно, высоко, можно, никто никому не мешает. Ну, естественно, для мальчишек хорошо, что много свободного места, есть раздевалки. Из года в год Кубок Тимана остается стартовой площадкой для будущих чемпионов. В этот раз свою подготовку показали более сотни участников. Боксеры из Печоры с кубком знакомы, а вот в первенстве Коми участвуют впервые. Подготавливались, все, проводили сборы. 3 недели, 2 нагрузочные недели у нас были. Неделя была уже восстановительная. Все как положено, как все готовятся, так же и мы. На каждое соревнование надо ездить, возить ребят, чтобы накапливать. Чем опытный боец, чем больше опыта, тем больше в дальнейшем на него надежда возлагается. Всего за время соревнований было разыграно более 3 десятков комплектов медалей. Золото, серебро и бронзу в своих возрастных и весовых категориях взяли лучшие боксеры республики. Стоит отметить, что наибольшее количество наград высшего достоинства завоевали сосногорские спортсмены. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Обучение плаванию в Сосногорском бассейне Аюва не ограничено по возрасту. Более того, специалисты считают, что чем раньше человек научится безопасно держаться на воде, тем лучше. В минувшую субботу воспитанники подготовительной группы 14-го детского сада получили 2-й по счету урок по плаванию. Первый состоялся на прошлой неделе. Занятия в группе семейного плавания стартовали в рамках муниципальной акции «Вместе всей семьей». Данная акция предназначена для того, чтобы научить детей плавать, держаться именно на воде. Потому что мы сначала учим держаться на воде, а потом уже плавать. И это очень неплохая акция, потому что она вседоступна для любого социального уровня граждан. И как бы развивает и дает здоровье ребенку. И также происходит, скажем так, взаимосвязь и тесный контакт между родителем и ребенком.
Начинающим пловцам уверенности в своих силах придавала именно поддержка родителей. По их словам, для детей такие занятия только в радость. Ведь они не только получат базовые навыки плавания, но и смогут предаться излюбленным развлечениям, поплескаться и порезвиться в воде. К тому же плавание считается одним из самых полезных видов спорта. Оно формирует правильную осанку, способствует развитию гибкости и координации движений. А совместные уроки с тренером научат ребенка не бояться воды, уверенно плавать и при этом правильно дышать. Результат обучения, так же как и в других видах спорта, напрямую зависит от индивидуальных способностей ребенка. В любом случае, у этих детей еще все впереди. И, возможно, среди них есть будущие чемпионы. Стоит отметить, что обучением плаванию в рамках муниципальной акции «Вместе всей семьей» будут охвачены все детские сады без исключения. Андрей Калиничев, Ольга Коновалюк, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.